В Ухте прошел чемпионат республики по шахматам. Участвовали 30 игроков в мужском зачете и 7 в женском. Как и другие спортсмены, шахматисты с нетерпением ждали разрешения массовых мероприятий и возможности участвовать в соревнованиях в офлайн режиме. На первый после снятия ограничений чемпионат в Ухте собрались лучшие шахматисты всех возрастов. За жаркой борьбой представителей этого тихого вида спорта наблюдала Виктория Науменко. В зале Ухтинского шахматного клуба напряженная тишина, нарушаемая только стуком фигур по доскам. Самому младшему игроку 10, старшему за 80. Ухтинец Никита Береговой играет в шахматы 3 года. Вообще изначально я хотела играть в шашки, но потом я записался в шахматный клуб и начал играть в шахматы. В шахматах надо просчитывать ходы и интересно играть в них. Ветеран Ухтинского шахматного клуба и главный судья Леонид Зырянов впервые сел за шахматную доску в 1954 году. И с тех пор этот интеллектуальный вид спорта для него, геолога и геофизика по специальности, стал частью жизни. Когда я закончил 7 классов и впервые увидел, как играют в шахматы. Приехал, со мной отказались играть, приехал, там, пригласил, говорю, умеешь? Умею. Ну и сразу проиграл ему 6-0. Через год, правда, я уже его обыграл. Полина Алферова из Воркуты играет в шахматы 12 лет и сейчас в свои 17 уже участвует в мужском зачете. В этот раз она стала 4-й в классических шахматах, уступив 3 сильнейшим в республике игрокам-мужчинам. В мужском чемпионате очень интересная конкуренция, то есть уже играю не с девочками, не с даже женщинами, а уже непосредственно с мужчинами, которые давно уже играют в шахматы и имеют большой рейтинг, и очень интересно составлять им конкуренцию. Мне было, получается, сколько, 14 лет, когда я начала первый раз играть в мужском, и чувство, конечно, было потрясное. У игроков в возрасте среди главных преимуществ – опыт, а молодежь берет новыми подходами и сообразительностью. Технику игры можно подтянуть с помощью видеоуроков в интернете, а с этим у молодого поколения проблем нет. А вот времени в наш век высоких скоростей в обрез. Отсюда заметная тенденция – быстрые шахматы и блиц все чаще предпочитают классическим. Но на чемпионате без классики никуда. На нее здесь отведены 8 соревновательных дней. Классические шахматы было по 1,5 часа каждому участнику, плюс 30 секунд на ходу. Это значит, в совокупности некоторые играли по 4 часа 20 минут. Партии даже длились у нас. В итоге 2-е место в классических шахматах взял воркутинец Владислав Сластихин, а 3-е и 1-е места взяли хозяева соревнований. Стабильным лидером стал Дмитрий Улешов. Мужчина играет с 1989 года, начал в 10 лет, и сейчас он тренер по шахматам, 4-кратный чемпион Коми, призер Северо-Запада. В блице он тоже стал лучшим. По его словам, удалось найти оптимальный баланс в шахматных стилях, и он одинаково уверенно чувствует себя в классических, быстрых шахматах и блицах. При всех нюансах стили объединяет одно – умение просчитывать ходы и принимать решения. Шахматы, помимо того, что они развивают тоже логику, ну, там, допустим, усидчивость, они развивают характер, потому что приходится сразу же принимать решения с малых лет, такие волевые решения, как и любой вид спорта, в принципе. Однако в быстрых шахматах Дмитрий стал 3-м. Лидером в этой части стал обладатель 2-го места в классике Владислав Сластихин. На 2-м месте Роман Бетки из Инты. В женском чемпионате 1-е место взяла ухтинка Елена Пацюк, 2-е Кристина Федотова и 3-е Ирина Шошина. Победители чемпионата республики Коми по шахматам представят регион на окружных соревнованиях в Санкт-Петербурге. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.